Последствия одного телефонного звонка, покушения на президента, вертолетопад под Петербургом и накал страстей на польской границе. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Франция и Германия срочно вооружаются. Макрон ускоряет ядерную модернизацию, а Германия берет огромный долг на оборону. Украинским генералам дали карт-бланш, они не отвечают за свои провалы на фронте. Чехия, Польша и еще ряд стран давят на ЕС и США. Сможет ли Европа спасти Радио Свобода? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. По данным источников в Белом доме, разговор длился около 2,5 часов, но сам факт этих переговоров уже вызывает массу вопросов. Попытка договориться или закулисная игра, которая может повлиять на ход войны. «Мой разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным», пишет Дональд Трамп у себя в социальной сети. «И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы все это закончилось», говорит Трамп, Ну и вскоре пообещал поговорить с Владимиром Зеленским и пересказать ему разговор с Путиным, который вроде как согласился на 30-дневное перемирие, но, правда, есть одно «но». Для этого Трампу нужно будет снова остановить всю военную помощь, и передавать развединформацию тоже нельзя будет. Кроме того, договорились якобы перестать бить по энергетической инфраструктуре. Трамп, наверное, и не собирался. А также в одной из стран Ближнего Востока немедленно начнутся технические переговоры по прекращению огня на Черном море. Обсудили сотрудничество на Ближнем Востоке для предотвращения будущих конфликтов, как раз в то время, когда Израиль обстреливает Газу, во всяком случае, по заявлениям местных жителей и по тем видео, которые появляются в сети, можно об этом судить. Обсудили сдерживание Ирана в конфликте с Израилем. И самое главное, чего теперь нужно ждать, так это информации о дате проведения хоккейного матча между командами НХЛ и КХЛ. И еще одно очень сильно важное. Убирают знак от американского посольства. Похоже на полноценную «Мир, дружба, жвачка». Сразу после окончания разговора ряд мониторинговых телеграм-каналов зафиксировал пуск беспилотников по территории Украины, что явно свидетельствует о мирном настрое Путина и его войска. А в России по странному совпадению с окончанием разговора упал военный вертолет Ми-28. Экипаж не выжил. Скорее всего, следил за новостями. Эвакуация в одном из регионов РФ. Российские военные блогеры бьют тревогу. Украинские силы якобы прорвались в Белгородскую область. По их данным, части пехоты сил обороны Украины рассеялись по лесам, а российская сторона наблюдает активное наращивание сил в нескольких районах. Властям пришлось начать эвакуацию, в селе Графовка людей уже вывозят, а местные источники сообщают об экстренной эвакуации из Илекпеньковки и Теребрина. В Краснояружском районе тоже паника, но официальные власти молчат. В телеграм губернатора Гладкова и главы района Кутаманова о происходящем ни слова. Так это разведка боем, начало нового выступления или просто фейки, просто вбросы? Ситуация в Белгородской области и в приграничных районах РФ становится все тревожнее. Зачем нужен иммунитет Зеленскому и генералам? Президент и военное командование не несут ответственности за свои решения на поле боя. Теперь их действия нельзя будет оспорить в суде или привлечь к ответу в случае чего. В Українській Верховній Раді объяснили, зачем это нужно. По-перше, ми на початку війни прийняли закон, який передбачає бойовий імунітет, так званий. Це коли військові командири, військові начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Тому що якщо ми зараз будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то тоді я думаю, що мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази, а війна це неминуче передбачає втрати серед людей і серед техніки. Так депутат ответил на критику
политику украинского журналиста, главного редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова. Напомним, ранее журналист заявлял, что потери в ВСУ в Курской области возникли из-за политического вмешательства в военные планы командования. Бутусов утверждает, что ВСУ заранее подготовили четкий план выхода из опасного участка фронта, но политические решения мешали его реализации. Теперь ответственность за такие ситуации, согласно заявлению Венеславского, ограничена, чтобы командиры могли свободно принимать важные и срочные решения на фронте. Макрон ускоряет модернизацию ядерных истребителей. Париж резко усиливает ядерное сдерживание. Президент Франции объявляет о срочном новом заказе новых истребителей «Рафаль», способных нести ядерное оружие. На это уйдет 1,5 миллиарда евро, а сами самолеты развернут к 2035 году на военной базе у границы с Германией. Нам необходимо сделать некоторые первые выводы, и я хотел бы сказать вам, что военно-воздушные и космические силы выиграют от увеличения количества заказов на «Рафаль». Это крайне важно в нынешних условиях. Это также естественный выбор, если мы хотим объединить усилия наших летчиков и летчиц в Украине и передать им наши «Миражи». Франция получит около 40 обновленных боевых машин, разместит 2000 военнослужащих в Люксёй-ле-Бене. Макрон прямо говорит, что это ответ на геополитический сдвиг. Но почему такой долгий и медленный ответ? Как думаете? Пишите в комментарии. Не забывайте, ваши мысли нам очень важны. Германия берет триллионный долг на армию и инфраструктуру. Бундестаг дал зеленый свет этому историческому решению. Теперь Германия возьмет взаймы почти 1 триллион евро для масштабных инвестиций в оборону и инфраструктуру. Будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна слишком долго жила в иллюзии безопасности, но теперь настало время кардинальных перемен. Часть этих денег пойдет в специальный фонд на 500 миллиардов евро, который позволит строить дороги, мосты и обновлять военную промышленность без ограничений по госдолгу. По словам Мерца, это только первый шаг к созданию нового Европейского оборонного союза, куда войдут даже страны вне ЕС. Давайте угадаем, какие. Мы верили в обманчивую безопасность нашего общества как минимум десятилетия, а возможно и гораздо больше. Теперь мы должны перестроить нашу обороноспособность частично с нуля, используя технологическую стратегию обороны и закупок с автоматизированными системами, с автономным европейским спутниковым наблюдением, с вооруженными беспилотниками и многими современными оборонными системами. И прежде всего с надежными и предсказуемыми заказами, которые по возможности должны доставаться европейским производителям. Этот кардинальный разворот немецкой политики. После десятилетий осторожности Берлин вкладывает огромные средства в армию и безопасность. Что дальше? Они включатся в гонку вооружений в Европе. Как думаете? Ваши мысли нам очень важны. Пишите под этим видео в комментариях, это правда интересно. Напряжение растет. Польские пограничники сообщают о резком скачке количества попыток незаконного перехода границы с Белоруссией. Только за последние сутки более 180 попыток прорыва. Причем некоторые мигранты атаковали пограничников камнями и пытались проложить дорогу в Европу всеми подручными средствами. Вчерашние попытки происходили на территории 8 застав, начиная с Мельника Черемхи, где было очень опасно. Именно там была повреждена наша машина через Михайлово, где этих попыток было больше всего. Мигранты пытаются пересечь границу по рекам и по равнине, так что фактически весь наш участок находится под угрозой. В Бобровниках группа мигрантов пыталась переплыть реку на понтоне, а в других районах пытались пересечь границу через Свислочь, Источанку и Волкушанку. Некоторым мигрантам, прибывшим из Эфиопии, Афганистана и Сомали, потребовалась медицинская помощь. Но общее число попыток проникновения и агрессивные действия показывают, граница остается под сильным давлением, а кризис набирает обороты.
Покушение на президента и его кортеж взорвали у самого дворца. Взрыв прогремел в центре столицы Сомали, прямо у резиденции главы державы. За нападение на кортеж Хасана шейха Махмуда уже взяла ответственность террористическая группировка Аш-Шабаб. Это радикалы, держащие страну в страхе долгие годы. Нападение на правительство и высокопоставленных чиновников – их фирменный почерк. Случайная атака или покушение на убийство? Какие интересы преследуются тут? И есть ли тут внешние интересы? Как думаете? Прага пытается убедить ЕС выделить деньги, а параллельно давит на США, чтобы Вашингтон передумал и не прекращал финансирование Радио Свобода и Голоса Америки. Чехия уже подняла шум в Брюсселе и получила поддержку еще 7 стран Евросоюза. Идут переговоры даже о том, чтобы европейцы выкупили Радио Свобода у США, но тут проблемка. Вопрос в огромных деньгах, которых пока нет. Мы считаем, что это чрезвычайно важный и функционирующий источник независимой информации для стран, в которых сейчас не хватает демократии и свободных СМИ. Мы считаем, что было бы очень обидно, если бы мы позволили этой институции погибнуть. Страны Балтии и Польша уже за Чехию, но хватит ли этого, чтобы убедить Брюссель и Вашингтон спасти Радио Свобода? Решение примут уже в ближайшие недели. Sunny Williams and Butch Wilmore began their belated trip home. Right now, what we're doing on board Dragon's Opening range reported by the visible vehicle officer. Good motion, good stability on Dragon as it quite a bit smaller than what we just saw a few minutes ago. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.